На прошлом уроке, когда мы занимались нейронными сетями, мы с вами написали простой код, который предсказывает, сколько будет стоить дом определенной площади. Но, как вы помните, там были некоторые вещи, которые были нам не совсем понятны, для чего используются. Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня мы с вами поговорим о параметрах для нейронных сетей. Цели данного урока — это понимание подбора правильного веса и предвзятости модели, а также знакомство с терминами градиентного спуска, оптимизации и функции потерь. Давайте вернемся к нашей структуре нейронной сети. Слева вы можете видеть нервную клетку, то есть это дендриты, аксоны и, так сказать, cell body. Справа вы видите архитектуру нейронной сети, которую мы делаем на компьютере. Мы имеем функцию активации и имеем все переменные, как вы это можете помнить из предыдущих уроков. Но возникает вопрос, а как обозначить правильно вес и как обозначить предвзятость? То есть вернемся, к примеру, про выставление оценки. Как я пойму, например, что за посещение уроков, за attendance, я должен выставлять именно вес 10%, а не 40%? Или как понять, что за экзамены я должен давать 80% от всей оценки, а не 5%? Вот как раз таки сегодня мы об этом и поговорим. И в первую очередь я хотел бы вам рассказать о методе проб и ошибок. Каждый нейрон следующего слоя связан с нейронами предыдущего слоя, и вес этих функций, так и сдвиг, определяет функцию активации. И чтобы понять, какие цифры нам нужны, то есть какие числа нам подобрать, мы начинаем это делать случайным образом. То есть мы даем какие-либо рандомные числа и затем смотрим, подходят нам они или нет. То есть в самом начале, когда мы начинаем запускать нейронную сеть, она выдает крайне неправильные значения, неправильные предсказания, неправильное определение объектов. И этому не нужно удивляться, ведь нейронная сеть учится на ошибках, ровно так же, как и мы с вами учимся на ошибках. Поэтому нам нужна новая метрика, то есть метрика, которая покажет нам, насколько мы ошибаемся и насколько все у нас правильно работает, это функция стоимости. Она нужна для того, чтобы определить разницу между правильным значением и цифрой, которую предсказал алгоритм во время тренировки. Здесь нам также стоит определить две вещи, это loss и cost function. Они будут использоваться на данном этапе вместе, так как они практически синонимы. Только есть один небольшой нюанс. Loss function отвечает только за одну запись датасет. То есть, смотрите, вот у нас есть датасет из 3 точек, и loss function для каждой точки разный. То есть, вы видите то, что здесь R2, тут R1, тут R3. То есть, для каждой части будет один loss function. В то время как cost function отвечает за потери вообще во всем датасете. В целом, это одно выходит из другого. Ну и давайте посмотрим. Каждый из R1, R2 и R3, как я уже говорил, является loss function. И определяются они легко. Разница предсказываемого и актуального значения датасета для линейной модели. То есть у нас предсказание идет по красным точкам, в то время как актуальные значения это точки цвета Тиффани. Соответственно, мы смотрим на разницу между актуальными точками и между предсказанными точками. И чем меньше разница, тем лучше предсказывает наш алгоритм, то есть поведение нашей модели или цену нашего дома или что-либо еще. Но это то, что касается линейных моделей, но на самом деле, как я говорил в прошлом уроке, наш мир абсолютно нелинейен. Для нелинейных моделей определяется все несколько иначе. Например, есть такой алгоритм, как Binary Cross Entropy Loss. Вы можете отдельно почитать о нем, но в целом для базового курса он не так важен на данный момент. Итак, вернемся к нашему графику. Мы только что определили loss function, то есть мы определили разницу между предсказанием и настоящим значением, и нам теперь нужно все это учесть, скажем так, суммировать, сделать какую-то общую модель и сделать cost function, которая будет учитывать все loss function. Тут уже мы не можем применять среднеарифметическое всех потерь, так как в любой математической системе могут быть погрешности и изменения. Ну, соответственно, что нам нужно делать? Теперь в зависимости от ошибки нейронной сети мы перенастраиваем веса и предвзятость каждой переменной, именно каждой переменной. То есть мы смотрим, насколько нам нужно учитывать, например, тот же attendance посещения уроков и те же экзамены в выставлении общей оценки, для того, чтобы, скажем так, подобрать, дать студенту наиболее справедливую оценку его вовлеченности и его знаний. Это называется обучение. То есть, внося маленькие изменения, мы начинаем оптимизировать код, чтобы вовремя остановить эту функцию. И возникает вопрос, а для чего мы это делаем? То есть, для чего мне loss function? То есть, когда мы делаем обучение модели, мы подбираем каждый раз новый график для всех данных. То есть, например, в данном случае это линейная модель y равно b0 плюс b1x. То же самое здесь. Понимаете, если мы начнем подбирать график для всех моделей, у нас может быть несколько ситуаций, когда модель не подходит вообще, когда она начинает подходить, то есть вот здесь на графике вы видите good fit. И есть такой момент, как overfitting. То есть это понятие переобучения. То есть да, мы пытаемся подобрать
наиболее подходящие веса и значения для нашей модели, но тем не менее главное здесь не перестараться. Почему? Вот здесь вы можете видеть на графике как раз таки good fit и overfitting. Можно сказать то, что good fit у нас в среднем покрывает все значения, в то время как overfitting пытается подстроиться прям вообще под все значения. И это крайне плохо. Почему? Потому что мы обучаем модель на определенных данных, но в дальнейшем мы будем использовать другие данные, на основе которых она будет делать предсказания, определение каких-либо трендов и чего-либо еще. И получится так, то, что overfit, то есть переобученная модель, она не будет работать на других данных, так как она будет заточена только под те данные, которые мы дали для обучения. То есть это крайне плохо. Если мы хотим, чтобы у нас модель работала на всех, абсолютно на всех, скажем так, данных, которые будут предоставляться в дальнейшем, нам крайне важно избежать переобучения. И, собственно, переобучение само по себе возникает при избыточной сложности модели и заключается в том, что модель работает хорошо только на, скажем так, обучающем датасете, но когда мы уже даем тестовый датасет, там происходит полный коллапс, из-за чего модель перестает работать. То есть посмотрим сюда еще раз. Модель, по сути, начинает запоминать шумы. То есть у нас есть actual data, так сказать, те данные, которые нам подходят, они выражаются вот в good fit такой оранжевой линией, точнее оранжевой кривой. И есть так называемые шумы, которые приближены к этой линии. И вот когда у нас идет переобучение, модель начинает именно запоминать эти шумы и выбросы в данных, которые могли быть внесены посторонними фактами. Ну, например, какой-либо погрешностью измерения тех же самых измерительных приборов. То есть это ведь тоже нужно учитывать. В итоге модель начинает придавать вот этой погрешности, вот этим шумам очень большое значение, становясь более сложной. То есть посмотрите, вот эта модель GoodFit, она такая, то есть довольно-таки хорошая, при этом простая. В то время как overfitting это довольно сложная кривая, график, который очень тяжело описать какой-то одной формулой. Тем не менее существует оптимальное значение сложной модели, при которой переобучение минимальное. Ну и вот здесь как раз таки вопрос, а как мне не допустить вот этого самого переобучения? Мы используем оптимизатор, то есть нам необходимо оптимизировать эту проблему так, чтобы переобучение не возникало. И как раз таки с помощью градиентного спуска можно легко оптимизировать данную проблему. То есть в данном случае минимизация любой функции означает поиск самой глубокой впадины в данной функции. То есть для чего это делается? Данная функция как раз таки используется для того, чтобы контролировать ошибку в прогнозах модели машинного обучения. Поиск минимума сам по себе означает получение наименьшей возможной ошибки или повышение точности модели. То есть таким образом мы увеличиваем точность модели, перебирая набор учебных данных при настройке параметров нашей модели. А параметры, как вы помните, это именно весы и предвзятость. Соответственно, теперь, когда мы определили направление, в котором нужно подтолкнуть вес, то есть у нас есть такой определенный оптимизатор, определенный градиентный спуск, который показал local minima и global minimum, на основе которой мы как раз таки можем сделать, подточить наши веса. Нам нужно понять именно в какую сторону нам, так сказать, увеличить или уменьшить вес, и то же самое с потерями. И тут мы уже используем коэффициент скорости обучения, и его называют гиперпараметром. То есть гиперпараметр — это такое значение, требуемое вашей моделью, о котором мы имеем действительно очень смутное представление. А вообще, возвращаясь немного назад, есть разные типы оптимизаторов. Это ADAM, SDG и RMS Prop. Очень страшное название, опять же, мы по умолчанию обычно используем SDG, как вы видели на прошлом уроке, в прошлом коде. Соответственно, он является одним таким наиболее из простых и эффективных алгоритмов, которые используются чаще всего в нейронных сетях. То есть, смотрите, зачем мне правильный коэффициент скорости обучения? Как вы видите, здесь два разных графика, в которых мы как раз-таки пытаемся найти, ну, скажем так, локальный минимум и глобальный минимум, как раз таки в которых мы пытаемся подобрать весы. То есть, как вы видите, здесь у нас есть маленькие ступенечки, из-за которых мы очень точно, но при этом медленно придем к глобальному минимуму. А вот здесь, наоборот, очень большая скорость, из-за чего все скачет крайне быстро, но, скажем так, у нас больше вероятность того, что мы, скажем так, придем к ошибочному глобальному минимуму, из-за чего у нас вес неправильно подберется. И вот здесь вот есть, так сказать, тонкий момент подбора правильного коэффициента скорости, чтобы обучение было и не слишком медленным, но и при этом эффективным.
И то есть алгоритм действий у нас такой. У нас есть входные данные, то есть первый слой, тут есть такие входные веса, после чего мы уже передаем данные на второй слой, то есть на скрытый слой. И после этого у нас уже начинается вот такая функция, которая по сути идет в цикле. То есть мы делаем prediction, мы при этом знаем точные значения, которые должны быть в этом, так сказать, датасете, и в итоге мы все это закидываем в loss function, она анализирует, насколько мы были правы или неправы, после этого все передает в оптимайзер, все данные, мы находим глобальный минимум, глобальный или локальный минимум, после этого мы начинаем уже, скажем так, подтачивать наши веса. Ну и, соответственно, мы можем здесь вспомнить другую структуру нейронной сети, это по сути персептрон. Когда у нас все так же, скажем так, есть входной слой, далее у нас есть веса, и далее у нас есть, скажем так, сумма весов и нашей погрешности, после чего мы начинаем уже искать активацию и выдавать output. То есть здесь работает то же самое. Мы на основе этого можем, скажем так, обучать наш персептрон, распознавать какие-либо объекты, распознавать какие-либо данные, ну и в целом работать над тем, чтобы наша модель становилась намного лучше. То есть именно так происходит и обучение нейронной сети, то есть именно так нейронная сеть понимает, где нам нужно изменить модель, где нам нужно сделать так, чтобы она, скажем так, дошла до good fit, но при этом, чтобы не было такого оверфитинга, то есть переобучения. Ну а на сегодня у меня все. Если вы хотите попрактиковаться в тех знаниях, которые вы получили на этом уроке, обязательно приходите в американские уголки, которые есть в 11 городах Казахстана. Тут вы можете получить и ноутбук, и плату Arduino, и еще и 3D принтер. Также не забывайте о том, что сейчас во времена карантина необходимо сверяться с сайтом каждого уголка о том, можно ли на данный момент приходить в него или нет, и как долго вы можете посещать определенный американский уголок. Также не забывайте заходить на сайт нашей школы, выполнять домашние задания и рекомендовать данный курс друзьям. На этом у меня все. Всем большое спасибо. До скорых встреч.